С этого года чувашским предпринимателям будут возмещать затраты на покупку оборудования. Такую меру поддержки региональное Минэкономразвития внедрило недавно. Рассчитывать на компенсацию могут отнюдь не все бизнесмены. Берут во внимание и уровень заработной платы сотрудников, и выручку компании. Сложно ли соблюсти такие требования? Наша съемочная группа узнала, съездив на одно из чебоксарских предприятий, которое сумело получить компенсацию. Резину, которую производит компания «Строймаш», широко используют и в сельском хозяйстве, и в промышленности, и в медицине. В этом году на предприятии решили выпускать новые изделия, уникальные для нашей страны. За этим товаром российские промышленники обычно ездят в Германию. Но космическая цена на оборудование чувашскую компанию спустилась с небес на землю. Найти лишние 10 миллионов рублей оказалось проблематично. Стали искать ходы-выходы и пришли в региональное Минэкономразвития. Мы даже, наверное, с некоторым удивлением отметили, что Минэкономразвитие пошло нам навстречу. Они показали те программы, которые у них есть для поддержки бизнеса. И, естественно, мы, изучив эти программы, выбрали ту, которая подходит нам. Подошла форма поддержки, по которой можно получить компенсацию до 30% от стоимости оборудования. Чтобы потраченные деньги вернуть, пришлось соблюсти ряд условий. Например, региональное правительство отказывается компенсировать покупку бэушного оборудования. Расходы покрываются лишь при приобретении нового, этого или прошлого года выпуска. Еще одно требование – купленное оборудование не должно простаивать. Специалисты Минэко специально приезжают на предприятие и проверяют, работает ли новенькая техника. Обращают внимание на выручку предприятия. Она должна расти, а не падать, так же, как и зарплата сотрудников. Мы также стимулируем и направляем предпринимателей уделять особое внимание персоналу, повышать заработные платы до средней по отрасли как минимум. Потому что видим, что особенно небольшие предприятия платят минимальные деньги своим сотрудникам. Но, соответственно, те, кто платит по минимальным ставкам, они не могут претендовать на эту меру поддержки. На сегодняшний день затраты на приобретенное оборудование компенсировали 25 компаниям. Если раньше, чтобы воспользоваться новой программой, заявку можно было подать лишь в бумажном виде, то сейчас принимают и в электронном. В следующем году в это дело хотят вовлечь и многофункциональные центры. Вероника Павлова, Надежда Александрова, Дмитрий Макаров, Вести Чуваша.